Лучше кашу сварить, чем написать песню. Так считает лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина. Одна из самых известных рок-исполнительниц российского музыкального пространства вот уже более 3 лет является матерью 2 детей. И хотя певица никогда не скрывала свою личную жизнь, казанским СМИ, наверное, только сегодня удалось узнать подробности лично у певицы. О концерте, о детях и об отношениях с бывшей соисполнительницей Светланой Сургановой в материале нашего корреспондента Гульназ Гилаевой. Рок в театре, оперы и балета. Уже сама фраза вызывает недоумение. Однако именно эту сцену выбрала Диана Арбенина для своей концертной программы. Лидер группы «Ночные снайперы» выступит сольно, и казанской публике она представит акустические версии своих произведений. Катастрофически тебя не хватает мне. Жгу электричество, но не попадаю я. Воздух толчками и пульс натрещет так-так. Без тыла, без посредников, только она и публика. В последнее время Диана Арбенина все чаще выступает одна. Несмотря на то, что этот год для группы «Ночные снайперы» юбилейный. 20 лет на российской эстраде. На этом фоне у журналистов не мог не возникнуть вопрос о бывшей солистке группы Светлане Сургановой. Он явно заставил задуматься Арбенину. Я не чувствую связи. Я шла куда-то, не знаю, вперед, вправо, влево, вверх. Мы сейчас подводим другие итоги. И что касается, например, творчества, то очень сложно тоже оценить, потому что как-то я давно не слышала песен Светкиных. 3,5 года назад у Дианы родились двойняшки – Артем и Марта. Не сказать, что рок-звезда стала более женственной. Однако то, с какой любовью она рассказывает о своих детях, явно демонстрирует. Рождение детей перевернуло всю ее жизнь. Я мечусь, как антилопа, между городами и кухней. Я могу, например, в одно утро сварить 3 каши. Потому что у меня двойняшки, Тёма хочет гречневую, гечевую, Марта хочет манную. А няне на следующий день нужно накормить их овсяную. Вот как-то так. Вот 3 каши сварю, поцелую их и полетела. Тем не менее, Диана Арбенина проводит много времени с малышами. До 1,5 лет дети находились на грудном вскармливании. И сейчас на каждый концерт она по очереди берет одного из них. Я поняла, что их вместе брать нельзя. К тому же они друг друга тормозят очень в развитии. Ну, один хочет петь, она ему говорит: не пой, Тёма, не пой. Почему не пой, не понимаю. Поэтому в Самару приехала она. А Тёма выиграл тендер в Казани. Уже сейчас она серьезно задумывается о всех тех пагубных искушениях взрослой жизни, которые ожидают ее детей в будущем. Я этим не занимаюсь, во-первых, потому что я это прошла, хотя мне не 50, но я как-то успела. И могу сказать, что кроме того, что все это забирает твою силу, и тебя как такового, тебя нагибает впоследствии, ничего другого не приносит. В этом году Диана стала послом благотворительного фонда «Линия жизни» по спасению детей, больных пороком сердца. На встрече с журналистами певица призналась, ценить жизнь ее научили именно они. Кстати, свой собственный телефон в знак уважения она положила на пол, чтобы ее никто не отвлекал от общения. Такая непонятная, но всегда завораживающая своей музыкой, она никогда не остается незамеченной, где бы она ни появлялась. Чувствую ли я что? Себя лидером. На пьедестале. Ну, знаете, даже если я вот так вот встану, то все равно не почувствую. Гульназ Гилаева, Артем Астахов, служба новостей «Город».